Нелегким и долгим был путь нашего народа к заветной цели, к своей государственности, и мы ее достигли. И тем значимей вклад тех из нас, кто стоял у истоков образования республики, кто бескорыстно трудился на этом пути, не жалея своих сил, знаний, времени. Юнусбек Бамадгиревич Евкуров. Самая молодая республика Российской Федерации Ингушетии была образована 4 июня 1992 года. Сложно было всем. Приходилось все начинать с нуля. Но народ, который только что обрел свою республику, был полон сил и энтузиазма. Здесь каждый вносил свою лепту в развитие своего края. Новый тротуар, каждое посаженное деревце делало счастливым каждого жителя Ингушетии. Деревья, которые растут на территории Ингушского медицинского колледжа имени Асият Тутаевой, сверстники нашей республики. Им в этом году исполнится 25 лет. Сажали все вместе, и студенты, и преподаватели, вспоминает основатель медицинского колледжа Албагачиев Руслан Шимохович. Для того, чтобы облагораживать территорию, мы в числе первых решили идеи и посадить деревья. Мы, когда сажали, мы отобрали самых лучших студентов, которые закончили школу с отличием, и таких нашлось 50, и мы посадили 50 деревьев. Это было символично, и эти деревья сегодня дают тень, сегодня это хороший вид дает медицинскому колледжу и очищает наш воздух. С момента образования республики возникла острая необходимость всех институтов власти. Немаловажным было и образование системы здравоохранения в Ингушетии. Отсутствовали многие учреждения, не было элементарных условий для того, чтобы оказать медицинскую помощь в горных районах, в других местах. Но тем не менее, с первых дней республики президент, тогда герой Советского Союза, генерал-лейтенант Аушев, тогда была составлена программа. Значит, в республику приехал председатель правительства Виктор Степанович Российской Федерации Черномырдин, и были определены необходимость строительства 35 объектов социального назначения. Далее стал вопрос с кадрами, ведь нужны были специалисты, которые будут нести ответственность за жизни людей. А для того, чтобы получить высококвалифицированные кадры, необходимо было выучить их у себя на родине и не выезжать за пределы только что образованной республики. Вот тут-то в истории ингушского народа в далеком 1993 году было образовано Государственное медицинское училище. Волей судьбы первым директором стал я, пройдя конкурс, был конкурс большой, и каждый из будущих директоров, желающих, выходил своей программой, как он будет готовить кадры, где будет размещаться, практическая база, подготовка непосредственно и тех преподавателей, нужно было найти их, обустроиться. Важнейшим звеном в системе здравоохранения является категория средних медицинских работников, от квалификации которых зависит профилактика ряда заболеваний и жизнь пациента. Профилактическое занятие будущих медсестер. Сегодня аудитории оснащены всем необходимым. Здесь и муляжи, и медицинский инструмент, и вся необходимая медицинская литература. Несколько иначе дело обстояло в 93-м. Здание медицинского колледжа было заброшенным детским садиком, без элементарных условий. Здесь не было ничего, кроме голых стен, но было великое желание идти вперед и не останавливаться. Руслан Шимохович приложил немало усилий для того, чтобы обеспечить всем необходимым преподавателей и будущих студентов только что образованного Государственного медицинского колледжа. Приходили в 6 утра, а уходили за полночь. И так каждый день. Должен отметить, что это очень тяжелое было время, много не хватало. И даже 1844 человека сдали документы на медицинское отделение на 200 мест. Был конкурс более 9 человек на место. И 1 сентября 1993 года Ингушское медицинское училище открыло свои двери и приняло первых студентов. Эта история ингушского народа является историческим фактом. Я не помню такого дня, столько было людей. Сегодня, подводя итоги того времени, можно смело сказать, что была проделана колоссальная работа. И как показатель этого выпускники Государственного медицинского колледжа. Если быть более точными, 3400 человек получили дипломы об окончании Ингушского государственного колледжа. Среди них 94 студента-выпускника поступили в высшие учебные заведения России. Сравнивая то, что какие были возможности до и какие стали возможности после, это все наглядно видно. Если за все время
после, скажем так, военное, даже послереволюционное время, вот в нашем субъекте, как вот в Ингушетии, было всего лишь вот эти 3 объекта, которые мы получали всю медицинскую помощь в республике, то после образования своей государственности, после 1992 года появились новые возможности, и уже в последние 6-7 лет, можно сказать, огромный рывок вперед по развитию здравоохранения. Назрановская городская больница, больше известная в народе под названием «Больница в крепости», в прошлом году отметила свое 90-летие. Построенная среди уцелевших крепостных стен XVIII века, она и до сей поры сохранила свое наименование. Крепость, которая в какой-то мере себя вполне оправдывает. На протяжении почти столетия лечебница крепила здоровье населения. В ту далекую пору это была единственная лечебница в Ингушетии. Это наша история. Отсюда начиналось, и многие наши жители республики помнят и никогда не забудут эти тяжелые времена непосредственно. Тем не менее, здравоохранение наше выдержало те тяжелые условия. И сегодня я являюсь свидетелями в течение этих 25 лет становления здравоохранения. Я работаю на различных участках, но тем не менее, сегодня сколько сделано, сколько не сделано за последние несколько десятилетий. Первоначально здесь, как рассказывают, функционировало инфекционное отделение, хирургия, терапия, детское отделение и роддом. В начале 30-х годов было построено второе здание в 2 этажа, и возможности лечебницы, пользовавшиеся у населения большим авторитетом, значительно расширились. На протяжении многих лет данное медицинское учреждение имеет добрую славу и по праву называется народной больницей. Сзади уже, знаете, нету здания. У нас было заброшенное здание, где-то метров 20-25 в длину, и в течение нескольких месяцев мы это здание отремонтировали и имели хорошую практическую базу здесь. Более того, главный врач, я сегодня ему благодарен, Бекбетов Беслан Багаудинович, он предоставил нам и 2 кабинета в этом здании. То есть мы сегодня тогда не были ущемлены в прохождении практики и практической базы. Тогда очень была нехватка медицинского оборудования, лекарственных препаратов, инструментов. Большой поток пострадавших ДТП приходился именно на эту больницу. Очень тяжело было как с медикаментами, так и с методами диагностики пострадавших. Сегодня, благо, это, я считаю, большим плюсом и для больных, и для медицинских работников. В плане диагностики. Сегодня мы имели рентген-аппараты. Иногда смотришь снимок, практически невозможно было отличить. Есть даже контуры костей, и то нечетко были видны. А сегодня имеются томограммы, компьютерные томограммы, магниторезонансные томограммы. Современно сегодня цифровыми этими рентген-аппаратами, кардиологические. Много исследований, много того, что сегодня тогда не имели врачи. На сегодняшний день Назрановская городская больница рассчитана на 300 коек. Здесь функционирует дневной стационар, который пользуется у больных большой популярностью. Терапия, хирургия, неврология, кардиология, эндокринология, пульмонология. Медицинский персонал составляет свыше 800 человек. Среди них 22 отличника здравоохранения, 6 человек со званием «Заслуженный работник здравоохранения», 7 заслуженных врачей Республики Ингушетия и 3 человека с ученой степенью. Государственное бюджетное учреждение Ингушская республиканская клиническая больница – современная многопрофильная больница, оказывающая населению города стационарную, доврачебную, амбулаторно-поликлиническую медицинскую помощь, в том числе первичную медико-санитарную и специализированную. На базе больницы круглосуточный стационар, который оказывает как плановую, так и экстренную медицинскую помощь. Развернуто и функционирует 18 отделений в 3 корпуса. Медицинская стационарная помощь оказывается в том числе по взрослой гинекологии. Казалось бы, ничего уже и не напомнит о том времени, когда на этапах становления республики день за днем приходилось сталкиваться с теми или иными трудностями. Ведь медицинских учреждений катастрофически не хватало, а поток нуждающихся в лечении меньше не становился. Здесь находилась центральная районная больница, которая фактически она стала главным лечебным учреждением для всей республики. Из Малгобекского района часто сюда привозили пациентов, с Сунзельского района. По проекту здесь 250 коек предназначалось, но фактически у нас всегда был дефицит коек, и наряду не столько дефицитом коек, столько был дефицит этих и кадров.
В частности, вот не хватало сосудистых хирургов, детских хирургов, людей, которые таракальных хирургов. И наряду с этим в то время и обеспеченность, кроме хирургов и терапевтов, и другие специальности тоже нуждались в своей докомплектации. Социальная система республики в далекие 90-е годы находилась в очень тяжелом состоянии. В больницах не хватало медикаментов, средств гигиены, персонала для ухода за больными. День и ночь находились в этой больнице. Остро была нехватка тогда врачебных кадров, была нехватка медицинского оборудования. Тем более, иногда даже не было перчаток. Я как сегодня помню, когда мы оперировали несколько дней без перчаток. И, конечно, у нас большая разница в количестве больничных коек, учреждений, врачей, ученых и так далее. Трудно все перечислить даже. Сегодня и врачи, и пациенты отмечают, что в больницах стало больше порядка и есть все медикаменты, необходимые для лечения. Нет недостатка и в оказании помощи. Прием ведут высококвалифицированные специалисты в отделениях Ингушской республиканской клинической больницы города Назрани, которые периодически выезжают за пределы республики с целью повышения уровня профессиональных знаний и мастерства. Как вы знаете, у нас в недалеком прошлом, да и в далеком прошлом, к сожалению, некоторые специальности, даже те специальности, которые уже есть, были, они не на таком должном, высоком уровне было. Но, конечно, за последние несколько лет уровень оказания медицинской помощи, уровень вообще квалификации самих врачей очень повысился. Это, конечно, нас очень радует. И вдвойне нас радует то, что мы являемся частью всей этой системы. На данный момент, учитывая то, что у нас идет на достаточно высоком уровне развития именно в наших стенах, нашей больницы и в частности нашего отделения, у нас есть возможность проводить те или иные операции, которые входят в число высокотехнологичных. Соответственно, это относится к тяжелым видам операций, которые раньше могли делать только в иногородних условиях по специальной программе или по квотной системе. У нас есть возможность, есть желание для дальнейшего обучения и для дальнейшей работы. Поэтому будем стараться, будем делать все для этого. Еще совсем недавно, чтобы сделать сложную операцию на головном или спинном мозге, жителям Ингушетии нужно было выезжать в другой регион. А теперь на базе Республиканской клинической больницы действует современное нейрохирургическое отделение, установлено высокотехнологическое оборудование и, главное, работают квалифицированные специалисты. Так, 16 сентября 2016 года на базе Ингушской республиканской больницы открылось нейрохирургическое отделение, где сегодня спасают жизни людей, буквально даря им второе рождение. Оно включает операционные, нейрореанимацию, стационар на 30 коек. Также планируется оборудовать еще на 10 детских коек. Работает ургентная служба нейрохирургов. Бригады выезжают в различные районы региона и выполняют экстренные оперативные вмешательства. По стабилизации состояния при необходимости оперированные больные переводятся в республиканскую больницу. Открытие отделения стало возможно благодаря руководителю Министерства здравоохранения Марии Марабхановой, которая собрала воедино команду нейрохирургов, молодых, но уже опытных профессионалов, за плечами которых не один год работы в других регионах. Заведует отделением выпускник Ингушского государственного университета Умар Газгиреев. Сложные операции мы проводим, любой спектр операций по нейрохирургии, высокотехнологические операции. Это на головном мозге проводим, на спинном, на периферической нервной системе. Все это делается благодаря оснащению нашего нейрохирургического отделения, да и в больнице в целом. Это МРТ-обследование, которое можно делать с контрастным усилением, увидеть дооперационный или послеоперационный МРТ-контроль. Это КТ-обследование, компьютерная томография, которая позволяет при травмах головного, спинного мозга нам выявить ту или иную патологию и своевременно оказывать помощь пациентам. По сравнению с предыдущими годами, инсультная патология, скажем, сосудистая патология, у нас было как приезжаем, делаем компьютерную томографию, видим гематому. Гематома, она может быть вызвана аневризматическим заболеванием, разрывом артерии какой-то или просто банальный инсульт. Для этого нужно было, конечно, выезжать в другой регион по стабилизации состояния больного, выезжать в другой регион, делать церебральную ангиографию. Выставлялся диагноз аневризматическое заболевание, аневризма какого-то сосуда,
Вилизьего округа. Он приезжал обратно. В принципе, у нас этого всего сделать не получалось. Оформлял квоту и выезжал в Москву или в Санкт-Петербург на долечивание или определение дальнейшей тактики лечения, оперативной или консервативной. Сейчас у нас есть возможность выполнить церебральную ангиографию, выявить патологии. У нас же в регионе сделать двухэтапную операцию – это эмболизировать сосуд для начала, а потом его открытым доступом удалить. То есть наша медицина как бы идет в ногу со временем, можно сказать. Хотелось бы вот сказать, что участие в федеральных программах, помощь федерального центра, именно вот по отношению к нашему субъекту должна сказать, что особое отношение Вероники Игоревны Скворцовой, ее заместители Татьяны Владимировны Яковлевой, Натальи Александровны Хоровой, Игоря Николаевича Громаняна и профильных департаментов, которые очень тесно с нами ведут работу, нас курируют, направляют. И, конечно же, участие в различных федеральных программах нам позволяет на сегодняшний день вот так вот улучшать свои показатели в различных направлениях. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Малгобекская центральная районная больница сегодня является ведущим учреждением здравоохранения в Малгобекском муниципальном районе. Располагая современной поликлиникой, рассчитанной на 500 посещений за смену, оно имеет в своем распоряжении также детскую поликлинику на 100 посещений и 14 стационарных отделений. Вся деятельность медицинского персонала, работающего здесь, направлена на предоставление населению качественных медицинских услуг. В любой сфере необходимы определенные условия, необходима определенная инфраструктура для того, чтобы развивалась та или иная отрасль или направление. И, конечно же, вот именно после образования субъекта, после того, как начали действовать целенаправленно те программы, которые у нас есть, программы федеральные, программы субъектовые, и все это было нацелено и направлено на то, чтобы улучшить вопросы в сфере здравоохранения. Профессия врача на протяжении многих веков является одной из самых ответственных и востребованных. Она направлена на спасение жизни людей и сохранение здоровья нации. Верный долгу и профессии, врачом от Бога является заведующий отделением акушерства и гинекологии Малгобекской ЦРБ Хасан Идрисович Шадиев. За его плечами 40 трудовых лет, отданных медицине. Он и есть тот, кто чуток к чужой беде, отзывчив, строг к себе и подчиненным, прост в общении. Благодаря его знаниям и умениям были спасены десятки и сотни жизней женщин и детей. В стенах Малгобекской ЦРБ не первый год. Много чего пришлось перевидать в те далекие, тяжелые для республики и для народа годы. С момента, как говорится, организации нашей республики, здесь многое изменилось. То, что мы сейчас имеем, как говорится, палаты интенсивной терапии, неонатологи, палаты, как говорится, искусственной, вентиляции легких, все это. У нас имеется аппаратура, кювезы, столики. И здесь проходит, как говорится, оказание интенсивной помощи детям недоношенным, доношенным при различных рождении, при различных манипуляциях проводят. Имеется питовские медсестры, которые подготовлены, и неонатологи. Оказывают помощь. Первые трое суток, потом в течение 7 суток. Изменилось действительно многое. Что уж скрывать, здесь, как и во всех медицинских учреждениях республики, медики нуждались в элементарном. В перчатках, шприцах, медикаментах. Порой бывало, что из-за перебоев с электроэнергией оперировать приходилось при освещении парафиновых свечей. Послеоперационной палаты у нас нулевая, вторая палата, здесь лежат у нас послеоперационные больные. Фактически сегодня у нас, как говорится, есть обеспеченность медикаментами, растворами. Для поддержания эпидрежима у нас все есть, все одноразовое, шприцы, как говорится, лекарства, как говорится, системы, все это у нас есть. То, что раньше не было. То, что мы сегодня пользуемся только одноразовым материалом, никаким многоразовым материалом не пользуемся, имеем достаточное количество медикаментов, растворов, перевязочного материала. Даже в операционном у нас все есть, шовный материал, все это у нас есть. Все закупается по тендеру и обеспечивается. На сегодня через Минздрав. На сегодня система здравоохранения настолько улучшилась, что
не то что сравнить с теми годами. Вот. Только в отделении акушерства и гинекологии 50 мест. Есть своя столовая, имеется все необходимое оборудование для проведения гинекологических операций разного рода сложностей. Как рассказывает Шадиев, бывает много приезжих из других районов и городов республики. Лечат при необходимости и оперируют у себя в отделении, не отказывая в помощи никому. Проводят также лечение различных женских заболеваний, в том числе и распространенного на сегодняшний день бесплодия. Рождаемость, она повысилась, и люди сейчас более-менее готовы заиметь 2-го, 3-го, 4-го ребенка. 3 человека мы работали, и работали вроде бы отлично. Грозненских, республиканских, всех больных принимали, лечили, делали. Но вот такого, как сегодня, у нас не было. У нас сегодня все возможности. Тогда у нас был рентген легких, лаборатория, с трудом мокроту определял. А даже не определяем, мы даже в Грозном мокроту выделяли. Вот. А сегодня у нас здесь и лаборатория, и компьютерная томография, и все, что надо. 4 июня 2011 года, в День образования Республики Ингушетия, ГБУ «Ингушский республиканский противотуберкулезный диспансер» было переведено в великолепный комплекс, расположенный в живописном месте с чистым воздухом на окраине населенного пункта. Открытие диспансера стало значимым событием не только для фтизиатрической службы, но и для всей республики. В новом здании размещены 3 терапевтических отделения, имеющих боксированные палаты, в том числе для туберкулеза ВИЧ-инфекции, а также туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью. В отделении лучевой диагностики установлен новый современный рентген-аппарат, открыт бронхоскопический кабинет, отделение функциональной диагностики, ЛФК, кабинет ультразвуковой диагностики, процедурные кабинеты, где используют рекомбинантный туберкулезный аллерген Диаскин-тест. Противотуберкулезный диспансер анализирует, координирует все мероприятия по профилактике, выявлению, диагностике, лечению туберкулеза на территории республики. Сложно, очень сложно было, вы не поверите. Сидим мы в кабинете, это там в крепости, вот это старое здание. В одном кабинете у нас 3 врача. Но у нас так долгие годы и в большой поликлинике люди сидели. Манюсенький кабинет, ну так, 5 на 3, наверное. И больные туда идут. Вот понимаете, целый базар был. Больные просто поток ужасно было. Вот в день, знаете, сколько было? До 40 человек точно было. Нужно отметить, что становление службы проходило в очень сложное для Ингушетии время, связанное с конфликтами в соседних республиках. Наблюдался наплыв большого количества вынужденных переселенцев из Чеченской республики, а также Северной Осетии. Многие больные имели тяжелые запущенные формы туберкулеза, массивные бактериовыделения. Все здания и корпуса, созданного в 1993 году диспансера, располагали в старых, ветхих помещениях образца 30-х годов, не имевших консультативно-диагностического центра и вспомогательных отделений. Госпитализировать там мест не было. Старое здание, были большие щели, люди боялись ночевать, оставаться. Вот они приходили, лечились аккуратно, уходили, потому что боялись, что здание было, хотя и стяжка была сделана с этим железным каркасом, все равно люди боялись оставаться. Холодно, плохо было. Изменения произошли большие, но таких, как последние 3-4 года, не было. Сейчас мы в нашей больнице можем обследовать всеми методами мокроту, и причем очень быстро обследовать. Всеми методами можем обследовать легкие, всеми методами можем обследовать вообще самого одного больного. Вот такое положение у нас. Сейчас у нас расцвет. Дай Бог, чтобы он был до конца расцвет. Все к лучшему, к лучшему. У нас всего хватает. Нам не нужно молиться или просить кого-то, дайте нам, пожалуйста. У нас все есть. В марте 2016 года в Ингушетии начал свою работу в обновленном формате Республиканский центр фтизиопульмонологии, реорганизованный из Республиканского противотуберкулезного диспансера. На базе противотуберкулезного диспансера он у нас был реорганизован буквально полгода назад, и там на базе туберкулезного диспансера у нас открыт центр фтизиопульмонологии с торакальной хирургией. И надо отметить, что
Если у нас раньше, что мы оказывали высокотехнологичную помощь, мы направляли наших больных в Москву, в Санкт-Петербург и в другие регионы, в федеральные центры, то вот за прошедший год у нас прооперировано около 200 больных по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи. В центре выполняются все оперативные вмешательства на грудной клетке, как диагностической, так и с лечебной целью при многих заболеваниях. После постановки окончательного диагноза больного переводят в профильное отделение в зависимости от диагностированного заболевания. Онкодиспансер, пульмонологическое отделение, кардиологию и так далее. Кроме торакального отделения в центре действует отделение анестезиологии, реанимации и пульмонологии. Была проведена трудоемкая работа. Благодаря главе республики Юнусбеку Евкурову Центр смог получить новое современное оборудование, эндоскопические стойки, бронхоскопы, аппараты ультразвукового исследования и искусственной вентиляции легких. Теперь нужно работать, планомерно двигаться вперед, чтобы достичь тех целей, которые были намечены. Строительство новых объектов здравоохранения является ключевым показателем развития отрасли в Ингушетии за последние несколько лет. В нынешнем году исполняется 25 лет со дня образования республики, и новые медицинские центры, больницы и ФАПы станут настоящим подарком к ее юбилею. Если продолжить тему именно оказания помощи детскому населению, конечно же, больница детская, которая вот построена, тоже первый стационар детский, который вот открывается в субъекте. Знаковое событие однозначно для нашего субъекта, и это современный комплекс, где тоже есть необходимое оборудование. Я думаю, что это очень большой подарок ко Дню Республики, к 25-летию образования Республики. И система здравоохранения пополнится современным стационаром, который будет соответствовать всем мировым требованиям по оказанию медицинской помощи беременным, родильницам, роженицам, новорожденным детям. И действительно, центр он приобрел уже статус настоящей больницы. В нынешнем году готовится к открытию крупнейший на Северном Кавказе перинатальный центр с уникальным оборудованием, где будут выхаживать новорожденных с экстремально низким весом от 500 граммов. Строительство перинатальных центров – это действительно важнейшая часть нашей работы по решению демографических проблем, по совершенствованию системы оказания медицинской помощи. Программу эту начали в рамках национального проекта еще 10 лет назад. На первом этапе, то есть с 2007 по 2013 год, в стране появилось 25 перинатальных центров, из них 2 федерального значения. До 2007 года у нас вообще, по сути, перинатальных центров не было, отметил Дмитрий Медведев. Мне кажется, самым большим достижением это строительство перинатального центра, которое ведется по программе, которую курирует Владимир Владимирович Путин, который однозначно и всецело занимается лично министр здравоохранения, глава республики, под контролем держит этот объект, потому что этот объект стратегический, он и в целом стратегический, а для нашего субъекта он имеет еще особое значение, потому что на сегодняшний день наш субъект является тем субъектом, у которого мы находимся на 2-м месте по рождаемости. У нас хорошая демографическая ситуация. Демографический прирост ежегодно у нас более 8 тысяч человек. Это очень позитивно. И вот в связи с этим начало строительства этого объекта и окончание его строительства, начало его работы для нас это, конечно же, очередной прорыв. Это для нас знаковое событие. Этот центр рассчитан сегодня для женщин, которые имеют высокую и среднюю группу риска по реализации перинатальных патологий.
Поэтому здесь отбор такой будет правильный, скажем, и подходы к этому будут. Мы будем неоднократно разъяснять населению, как это будет происходить, потому что эти ресурсы, они сосредоточены для того, чтобы, да, и оборудование высококлассное, и специалисты для того, чтобы работать с женщинами, которые попали в кризисную, в тяжелую ситуацию, ровно так же, как и новорожденные дети, которые будут сегодня появляться на свет, чтобы оказать им своевременную помощь, чтобы у нас было меньше мертворождений, чтобы у нас меньше было младенческой смертности и до минимума сегодня свести инвалидизирующую патологию, которая, к сожалению, бывает в акушерстве. Глава Кабинета министров России подчеркнул, что там, где появляется перинатальный центр, медицинская ситуация качественно меняется. Матери и новорожденные получают высококвалифицированную помощь в самых трудных случаях, какую еще 10 лет назад, когда все это начиналось, могли оказывать только в нескольких центрах страны. Речь идет о выхаживании детей с экстремально низкой массой тела и о сложнейших операциях. С первого дня своей деятельности глава Ингушетии Юнусбек Евкуров определил ключевым социально-экономическим приоритетом республики развитие здравоохранения. Открытие медицинских центров, больниц и поликлиник, получение нового оборудования или машин скорой медицинской помощи – любой вопрос круглосуточно находился на контроле у руководителя региона. Сегодня Ингушетия располагает всеми необходимыми возможностями для развития здравоохранения. В республике самая высокая рождаемость среди субъектов России, наряду с низкой смертностью. Средняя продолжительность жизни – 80 лет. В отрасли занято более 8 тысяч специалистов. Действует 86 различных медучреждений. Не могу не сказать про детскую поликлинику, потому что вот эта детская поликлиника, которая была у нас открыта, она явилась первым учреждением детским, которое вообще в республике появились как отдельная юридическая единица. И на сегодняшний день та помощь, которую оказывают в этой поликлинике, надо сказать, что у нас была с визитом Вероника Игоревна Скворцова именно в этой поликлинике, дала очень хорошую, высокую оценку тем специалистам, которые у нас работают в этой поликлинике, и тому оснащению, которое на сегодняшний день имеется также в этой поликлинике. В 2013 году в Ингушетии была открыта республиканская детская поликлиника, первый подобный медцентр в регионе. До сих пор врачи располагались в арендуемом, очень тесном помещении. Специалисты разного профиля располагались в одном кабинете по несколько человек. Я работаю в этой республике врачом-педиатром с 1993 года, как раз в начале образования нашей республики, в первые годы. Значит, я работала в детской консультации Назранской городской больнице. Значит, размещались мы в арендуемом помещении в здании республиканской взрослой поликлиники. То есть кабинетов врачам не хватало, условий для оказания первичной медико-санитарной помощи у нас было в тот период недостаточно. Не было детских узких специалистов. Дети осматривались во взрослой поликлинике специалистами взрослой поликлиники. В данный момент каждый больной ребенок имеет возможность комфортно получить все необходимые медицинские услуги. 139 кабинетов, которые, по словам врачей, оснащены всем необходимым. Особая гордость – сурдологический кабинет для проверки и лечения слуха новорожденных и детей старшего возраста. До сих пор такую медицинскую услугу в Ингушетии оказывали только в частных клиниках. Работают отделения ортопедии, травматологии, офтальмологии, отоларингологии. Значит, есть педиатрическое отделение с прикрепленным населением города Назрань, города Магаз. Значит, мы можем провести обследование, рентгенологическое обследование, лабораторные любые обследования. Государственное бюджетное учреждение «Республиканская детская поликлиника» осуществляет консультативный прием, диагностику и лечение детского населения Республики Ингушетия в возрасте с 1 месяца до 18 лет. Медицинское обслуживание проводится квалифицированными специалистами в соответствии с российскими стандартами. В структуру РДП входят 8 отделений: дневной стационар, кабинет сурдолога и центр здоровья для детей. Работают врачи всех специальностей, кандидаты медицинских наук, врачи высшей и первой категории, которые повышают свою квалификацию в ведущих российских клиниках, участвуют в международных и российских научных конференциях. Здесь индивидуальный подход к каждому ребенку, глубокое понимание детской психологии и многолетний опыт работы с детьми. 2 года назад
в День Республики был сдан вот этот объект. Новая поликлиника, вот так называемая поликлиника за каналом. Эта поликлиника считается городской, на 300 посещений в поликлинике и на 100 посещений в женской консультации. Но, конечно, по сравнению с тем, что было, разница огромнейшая. Там ютились в кабинетах, где и нормативы были, значит, не соблюдены, маленькие кабинеты были. Ну вот представьте себе, 6, 7, 8, 9 квадратных метров на кабинет, в котором 2 врача. 2 врача, 2 медсестры, еще 2 пациента. Это, конечно, тяжкие условия, плохие условия были. А сейчас, естественно, практически каждый врач принимает отдельно в кабинете. Созданы хорошие условия для работы врачей, значит, имеется все необходимое для них. И, естественно, это говорит о том, что и если у врача хорошие условия, все необходимое есть, то и для больных созданы соответствующие условия. За последние несколько лет здравоохранение Республики Ингушетия совершило резкий рывок вперед при поддержке федеральных и местных властей. Были открыты новые лечебно-диагностические учреждения, где активно ведется работа по всем основным медицинским направлениям, включая профилактику заболеваний и высокотехнологическую медицинскую помощь. Министерством здравоохранения региона, возглавляемым Марией Якубовной Арабхановой, выполняется огромная работа со значительными позитивными результатами, повышающими уровень оказания медицинской помощи населению нашей республики. Объект построен в Назрани в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Ингушетии до 2016 года. Необходимость строительства этого объекта назрела давно. А ранее поликлиника размещалась в помещениях республиканской больницы. Ее открытие позволило одновременно решить целый ряд острых вопросов. Власти Ингушетии прикладывают максимум усилий, чтобы пациентам не приходилось выезжать в другие регионы за качественной помощью, кроме исключительных случаев. Открыта также поликлиника республиканская, она находится за каналом. Это взрослая поликлиника для взрослого населения. Поликлиника открыта буквально 2 года назад, и также хотела бы подчеркнуть, что там имеется все необходимое оборудование для диагностики, для лечения наших пациентов. Есть все узкие специалисты, которые оказывают помощь в этой поликлинике, и укомплектованность штата тоже 100%, потому что все необходимые специалисты для работы в этой поликлинике у нас есть. На сегодняшний день медицинское учреждение обслуживает свыше 170 тысяч человек взрослого населения. Это требует и внедрения новых методов лечения, и использования современных информационных технологий. Успехи в развитии и совершенствовании поликлиники – это результат работы нескольких поколений организаторов здравоохранения, заведующих отделениями, врачей, медсестер и многих других специалистов. Учитывая наличие современного оборудования в поликлинике, необходимость выезда на иногороднее лечение, за исключением редких случаев, отпала, потому что у нас могут провести все необходимые лечебно-диагностические мероприятия. Желающие могут пройти скрининговое обследование. Функционирует медико-генетическая консультация, которая выявляет внутриутробную патологию плода при перинатальной диагностике. Рентгенологическое отделение и отделение гастроскопии оснащены высокотехнологичным оборудованием. Образование отдельного субъекта, как Республики Ингушетия, оно нам позволило войти в новый период развития, становления республики, потому что только имея свою государственность, только имея свой отдельный субъект со своим главой, правительством, парламентом, мы наконец-то получили возможности для полноценного развития и поступательного такого позитивного движения в развитии именно здравоохранения. Сейчас мы говорим именно про здравоохранение. В момент становления Республики Ингушетия эндокринологическая служба республики была представлена несколькими кабинетами эндокринологов, где не были условий для обследования и лечения для пациентов такой категории с эндокринной патологией. Также не было отделения дневного стационара. Больные должны, согласно стандарту, проходить обязательный курс сосудистой метаболической терапии с диагнозом сахарный диабет для профилактики и осложнения сахарного диабета. 18 марта 2016 года в столице Ингушетии состоялось торжественное открытие республиканского эндокринологического диспансера. Строительство здания явилось большим подарком как для населения, так и для коллектива диспансера. Республиканский эндокринологический диспансер был открыт в 2000 году на 150 посещений в смену. Весь предыдущий период деятельности диспансер функционировал в малоприспособленном арендуемом помещении. Но несмотря на трудности, которые испытывал коллектив в стесненных условиях,
населению республики оказывалась специализированная эндокринологическая помощь. Но в свой юный возраст, благодаря руководству Республики Ингушетия, сегодня мы имеем прекрасно оснащенный республиканский эндокринологический диспансер, где созданы все условия для больных и для коллектива диспансера. Имеем отдельные подразделения структуры, амбулаторно-поликлиническое отделение, отделение функциональной диагностики, отделение диабетической стопы, а также клинико-диагностическая лаборатория, физиотерапевтическое отделение и дневной стационар. На диспансерном учете состоят более 26 тысяч больных эндокринной патологией. За короткий период в эндокринологическом диспансере были развернуты подразделения: дневной стационар, специализированные кабинеты диабетической ринопатии, диабетической стопы, регистра диабета, школа диабета, подразделение функциональной диагностики и лаборатория. Ко дню 25-летия нашей республики, благодаря усилиям нашего главы республики Юнусбека Маматкеевича и министра здравоохранения Мариям Арапхановой, нам предстала честь находиться в таком прекрасном здании, построенном в 2016 году кардиологическим диспансером. В этом нашем диспансере теперь имеются все условия для проведения всех обследований наших пациентов. С 2001 года в городе Назрань Республики Ингушетия открыт государственное учреждение Республиканский кардиологический диспансер. В настоящее время диспансер рассчитан на посещение 100 пациентов в день. Оснащение современным лечебно-диагностическим оборудованием и укомплектование высококвалифицированными кадрами позволяет ей оказывать все виды кардиологической помощи. Для всестороннего и полного обследования больных, оказания максимального объема помощи диспансер располагает клинической лабораторией, кабинетом функциональной диагностики, физиотерапии, неврологии, процедурной, а также отделением дневного стационара на 8 коек. В штате диспансера более 60 сотрудников, из них 25 врачей, среди которых 8 имеют высшую квалификационную категорию. 4 врача – первую, 2 врача носят звание «Отличник здравоохранения» и 5 награждены почетной грамотой правительства Республики Ингушетия. Сравнивая с прежними условиями, в которых мы находились, мы были раньше в арендуемом помещении, не было почти никаких условий для обследования, осмотра, проведения различных исследований пациентов. Теперь у нас имеются все условия для того, чтобы пациенты прошли полное обследование, анализ, лабораторная диагностика, ультразвуковая диагностика, полностью имеется все. Конечно, каждый пациент, чтобы прийти в наш диспансер, с собой должен иметь паспорт, обязательно страховой полис и направление от участкового врача. И каждый пришедший пациент пройдет полноценное обследование в нашем диспансере и получит консультацию наших кардиологов. В июне 2012 года в новой столице Ингушетии, городе Магаси, состоялось открытие первой специализированной республиканской стоматологической поликлиники на 200 посещений в смену. Это было подспорье, огромный праздник для республики, открытие стоматологической службы. Если сравнить те года, 70-е, 80-е годы, 90-е, 2000-е годы, конечно, очень огромный разрыв развития здравоохранения. Республиканская стоматологическая поликлиника носит имя основоположника службы стоматологии Ингушетии Магомедбашира Мальсагова. В 1973 году он открыл в Назрани первый кабинет стоматологии. Сегодня дело отца продолжает сын Абубакар Мальсагов, главный врач открытого медицинского учреждения. Сегодня условия, которые есть, рентгенологическая служба. Сегодня условия, практически все условия, 100% все условия у нас есть. Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и другими инфекционными заболеваниями является лечебно-профилактическим учреждением, координирующим, организующим и осуществляющим профилактические, диагностические и лечебные мероприятия, направленные на предупреждение распространения заболеваний ВИЧ-инфекций и вирусными гепатитами, а также и сочетанных с ними заболеваний, а также на снижение уровня негативных последствий, вызванных распространением ВИЧ-инфекций и вирусных гепатитов. Центр является государственным бюджетным учреждением. Учредителем является Министерство здравоохранения Республики Ингушетия. Центр имеет самостоятельный финансовый баланс.
Медицинское обслуживание проводится квалифицированными специалистами в соответствии со стандартами оказания помощи больным ВИЧ-инфекцией. Государственное бюджетное учреждение Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и другими инфекционными заболеваниями является ведущим учреждением здравоохранения России. Среди республик всех кавказских Ингушетия занимает первое место по скринингу, а по Южному федеральному округу мы идем вторые после Волгоградской области. То есть, если бы у меня не было бы возможности обследовать население вот в таком масштабе, то и выявляемость у нас была бы низкая, соответственно, это нарекание было бы со стороны федеральной службы. Ну и от этого в конечном итоге выигрывают пациенты. Почему? Потому что раннее выявление позволяет нам раннее подключение антиретровирусной терапии, и, соответственно, лечение лучше бывает, и, как я ранее сказала, и качество жизни больного лучше, и у нас получается продлить ему жизнь. Я считаю, это стоит дорогого. Благодаря федеральной и региональной программам в республике удалось отремонтировать уже действующие больницы, а в новые приобрести высокоточное оборудование, компьютерные и магнитно-резонансные томографы, аппараты искусственной вентиляции легких, ультразвуковые аппараты и прочее. В сегодняшнем мире все зависит и от рук врачей, но и от той техники и технологии, которые есть в его распоряжении. Здесь очень много молодых докторов, очень много тех ребят, которые еще только учатся, и даже есть подрастающее поколение, которые, как нам кажется, хотят быть врачами. И это замечательно, потому что здоровье нации – это самый главный показатель уровня жизни населения. Поэтому я желаю всем добра, счастья и здоровья. Вице-премьер Ольга Голодец поздравила всех с вводом важнейшего для Ингушетии медицинского учреждения. Поблагодарила тех, кто участвовал в его возведении. Новый пятиэтажный объект расположен рядом с перинатальным центром на Сыркорте. Больница рассчитана на 200 коек. Здание построено по федеральной целевой программе «Социально-экономическое развитие» на 2010-2016 годы. На каждом этаже имеются просторные и светлые палаты, отдельные санузлы и все необходимое для комфортного и эффективного лечения. В новой больнице лечение и диагностика маленьких пациентов будет проходить на высшем уровне. Помимо современного оборудования и квалифицированных кадров, в медучреждении есть детские площадки и небольшая парковая зона, где дети и их родители смогут посидеть и подышать свежим воздухом. Отделение травматологии и ортопедии, детской хирургии, отделение ЛОР, педиатрическое отделение, эндокринологическое отделение, отделение пульмонологии, кардиологии, ревматологии, отделение неврологии и, конечно же, это диагностические отделения, это функциональной диагностики, отделение рентгенологическое и клинико-лабораторная диагностика. Здесь на базе данного учреждения мы планируем оказывать как экстренную и неотложную медицинскую помощь, так и, конечно же, плановую медицинскую помощь. Хотелось бы, конечно же, ответить онкологический диспансер. Онкология – это тоже социально значимое заболевание, это бич нашего времени. К сожалению, ни наша экология, ни наше питание на сегодняшний день оно не способствует тому, чтобы снижалась заболеваемость онкологическими заболеваниями. И с учетом этого главой республики были приложены неимоверные усилия для того, чтобы построить этот онкологический диспансер и оснастить его современным оборудованием. На сегодняшний день онкологический диспансер оснащен оборудованием. Сумма на приобретение оборудования она была более 800 миллионов. И это есть и лучевой блок, это есть и для брахитерапии аппараты, это компьютерные томографы, УЗИ, современная лаборатория. Все, что необходимо для того, чтобы пациент получал и химиотерапию, и лучевую терапию в комплексе, в этом онкодиспансере все условия созданы. 22 декабря 2014 года Республиканский онкологический диспансер переехал в новое здание. Новые корпуса диспансера в сельском поселении Плиево были построены в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия» на 2010-2016 годы. Новый онкодиспансер состоит
состоит из 4 блоков поликлиник на 100 посещений в день, на 100 койко-мест, блоков диагностики и подготовки к операции, а также корпуса лучевой терапии. Новое медучреждение в настоящее время оснащается высокотехнологичным оборудованием, позволяющим обеспечить диагностику заболеваний на ранних стадиях, а также ввести необходимый лучевой компонент лечения больных, снизить инвалидность и смертность при онкологических, в том числе и злокачественных новообразованиях. То, что касается развития именно здравоохранения в районах. У нас построена на 200 посещений районная поликлиника в Сунжинском районе. Вот это современный комплекс, где есть все необходимое оборудование. У нас там есть и тяжелое оборудование в виде магнитно-резонансного томографа, есть современные маммографы цифровые, есть современные установки рентген цифровые, УЗИ эксперт-класса, лаборатории. И, конечно же, вот это все оснащение в комплексе с достаточным количеством кадров подготовленных, оно дает показатели в тех цифрах, которые у нас мы на сегодняшний день имеем. В 2011 году в сельском поселении Орджоникидзевское Сунжинского района Ингушетии состоялось открытие современной поликлиники на 200 посещений в день. Объект был возведен в рамках федеральной целевой программы. Он оснащен по последнему слову техники самым современным оборудованием, включая магнитно-резонансный томограф, цифровой маммограф, доплер-мониторирование, а также холтер-мониторирование. Главный врач Сунжинской центральной районной больницы Сайнароева Райхан Магомедовна, которая прилагает все усилия для создания максимального уюта в поликлинике. В сельском поселении Галашки Сунжинского района, расположенном в предгорной зоне, было введено в эксплуатацию новое трехэтажное здание больницы на 80 койко-мест и 100 посещений в смену. Открытие нового лечебного учреждения в селе – это действительно знаменательное и радостное событие. Установленное здесь новое современное оборудование будет стоять на страже здоровья людей. Главной задачей в этой сфере является дальнейшее повышение качества медицинской помощи, разработка и внедрение передовых методов диагностики и лечения, обеспечение более широкого доступа населения к достижениям высокотехнологичной медицины. В числе открытых учреждений – станции скорой помощи в Назране и Сунжи, Джейрасская районная больница, где активно применяется бальнеологический эффект. И сама природа, горный воздух способствует выздоровлению. Высшая награда для нас, говорят медики, благодарность больных. Их доброе слово, сказанное в наш адрес. Именно это является стимулом и побуждает к профессиональному росту и добросовестному исполнению своих обязанностей. Ведь трудимся в народной медицине, а значит должны соответствовать рангу и славе учреждения. Самое главное, весь народ, и в том числе руководство, настроены на оптимистический лад, на прогресс. Делает это, без ошибок не бывает, без колебаний не бывает. Но надо это как можно уменьшать меньше, и самое главное, должна быть ориентация интересов народа. Во-первых, всех нас хотелось бы поздравить с знаменательным событием для нашей республики, 25-летием Далберкати Дяпалюби республик. Конечно, очень большие разительные перемены есть. Наша республика в последнее время особенно динамично развивается. Развитие наше, оно в своем таком пике, и в дальнейшем мы пойдем и будем давать хорошие результаты. Огромное спасибо всем, кто принимает участие во всем этом. Сегодня Ингушетия – один из самых молодых регионов в составе Российской Федерации. Несмотря на то, что в истории Ингушетии были самые разные страницы – и добрые, и сложные. Пройдя через все испытания, сохраняя веру в свое доброе будущее, республика обрела стабильность как в общественно-политической ситуации, так и в системе здравоохранения.